Роза – это знак замужней женщины, а бадем – это знак девушки на выданье. Мужчина, юноша – это тюльпан для Ле. Или тополь, кипарис, значит. Допустим, гвоздика – это уже знак человека, вышедшего из репродукционного возраста. Там пол не имеет значения. Это уже или пожилая женщина, или пожилой мужчина. Семью, значит, сочетание символов. Как правило, мужской и женский знак, значит, это тополь и роза, или тюльпан и роза, да, вместе, когда они вместе, друг на другом. Есть знак любовь, когда внутри женского мужской, или внутри мужского женский вместе. И обычно эта пара семейная, она изображается в вазе. Что такое ваза? Это дом, в котором цветок живет, да? Это дом. А ваза обычно покоится на треугольнике. Треугольник – это дувалык. В дувалык что зашивали? Молитву. Богатство, достаток – это мелкие ягодки, мелкие капельки, листочки, которые окружают вот эти все изображения. Это труд, постоянный труд, повторение этого труда, оно приносит человеку берекет. Мы называем эти орнаменты берекет. Еще очень большая группа орнаментов оберегов. Да, у нас были в доме были костики, например, колючку его над входом вешали, над коровником, над ребенком могли над колыбелью повесить, над больным человеком повесить. И эти колючки везде у нас в вышивках есть.